Дивизионный 6 новых комплексов «Панцирь-С» отбил авианалет на полигоне под Астраханью. Условный бой прошел в полной темноте. Экипажи ориентировались только по показаниям приборов. Тактическое учение состоялось в рамках передачи зенитных ракетно-пушечных комплексов от разработчиков войска противовоздушной обороны. В течение суток «Панцири» проходили последние тестирования и испытания. Он имеет на вооружении не только отдельно либо ракетное, либо пушечное вооружение, а совместное. То есть для своей защиты и для уничтожения целей, которые находятся в непосредственной близости, на дальности до 4 километров, применяется пушечное вооружение, на более дальних границах ракетное вооружение. Перед ночными стрельбами, еще без боекомплекта и боевых ракет, дивизион совершил марш-бросок по полигону и провел виртуальный бой с учебной вражеской авиацией. Позиции зенитчиков атаковали сразу 8 самолетов. Экипажи смогли в заданное время обнаружить противника, захватить цель и произвести условный пуск ракет до того, как авиация смогла бы нанести ответный удар. По всем испытаниям попадание в цель у него составляет 0,9. То есть фактически одна цель, одна ракета. По словам военных, комплекс «Панцирь-С» является одним из лучших по своим характеристикам и боевым возможностям. Каждая из машин способна защищать участок радиусом 20 километров и 15 километров высотой. Комплексом можно управлять в движении. Установка способна стрелять на ходу. Поэтому, отмечают специалисты, «Панцирь-С» незаменим в горах на серпантине. Он всегда прикроет колонну.